Еще при жизни его называли апостолом Поволжья. Верующие обращались к нему святой отец, хотя он не был даже священником. Сегодня православная церковь готовит документы для его канонизации в лике святого праведника. Между тем, всю жизнь его обвиняли в пособничестве исламу. Его называют благодетелем чуваши, марийцы, удмурты, мордва, башкиры, казахи. А в Татарстане некоторые по сей день зовут его злейшим врагом. Хотя великие татарстанские просветители Шигабуддин Марджани и Каюм Насыри считали его своим другом. Николай Ильминский, отец народа кряшин. Почему больше века кипят страсти вокруг его имени? Вот в нашей среде, среди кряшин, отношение к Ильминскому уже давным-давно как к святому. Если бы не было этой системы Ильминского, этническая карта Поволжья сейчас была бы, вероятно, другой. И татар-кряшин как этнической группы, может, и не было бы. Тема, на самом деле, очень тонко щепетильная, настолько она, скажем, деликатная. Это вопрос религии, веры, отношения. И особенно, вот, скажем, на тему крещенных татар, она очень такая тема, с ней нужно быть очень осторожным. Kişiler divara ey peşenge ey de bizde var гаlle peşenge. Этот народ одни называют кряшинами, другие – крещенными татарами. Согласно переписи, их численность составляет 34 тысячи человек. Сколько кряшин на самом деле, никто не знает. Многие из них записали себя татарами или даже русскими. Говорят, что всего их около 200 тысяч. Кряшины исповедуют христианство. Разговаривают они и служат в церкви по-татарски. Тех, кто попадает впервые на кряшинскую службу, может изумить, что Бога они называют Аллах, как мусульмане. Одежда, традиции, песни, праздники и жизненный уклад кряшин сильно отличаются от татарских. Ağzımdan aytılgan sözler boyunca şitin jolunu tuttum, ayaklarımın sokmaklarından jirgez. Ayaklarıma uçmasınlar diye Allah sen meni işitkenge ko'ra men sana dashdim. Menga quloqni sol, sözlerimni tinlab ol. Все это было бы лишь занятной этнографической информацией, но в Татарстане все, что связано с кряшинами, является болезненной политической темой. Многие считают, что кряшины – это живой памятник насилию Российской империи по отношению к татарам-мусульманам. Их называют потомками тех, кто был огнем и мечом обращен в христианство из ислама после взятия Казани Иваном Грозным. Нежелание современных кряшин переходить назад в ислам, называться татарами, они считают предательством веры и своего народа. Сами кряшины утверждают, что никогда не были в исламе и что в христианство они перешли еще в XIII веке, прямо из язычества. Поэтому они имеют право называться отдельным этносом. А их оппоненты уверены, что стремление кряшин к самопризнанию – результат хитрой политики царской России, направленной на раскол татар с помощью религии. На кону самый болезненный вопрос современности – терпимость между христианским и мусульманским народами. И в центре этих острых дебатов стоит он, переводчик и педагог из Казани. Молодой студент Казанской духовной академии Ильминский, сын священника из Пензы, уже в 20 лет привлек внимание учителей необычайным талантом к изучению культуры и языков иноверцев. Особенно он преуспел в татарском. Чтобы улучшить свои навыки, он жил в татарской семье и посещал занятия в медресе. Его успехи были столь заметны, что сразу после окончания курса его оставили при академии бакалавром турецко-татарского языка. А в 1951 году Ильминский отправляется в 3-летнюю командировку на восток изучать мусульманское богословие и языки. Он был в Египте, в Аль-Асхаре учился, он в Джидде, в Мекку. Ну, Джидда, представляете, кто это? Морской порт, вот, от которого к Мекке идут. В Мекку мусульман не пускают. В Джидде он учился арабскому языку и чему-то там. По всей Палестине проехал.
в Иерусалиме, везде. Он общался со всеми, с выдающимися мусульманскими богословами, лекции слушал. Пожалуй, он бы, знаете, и экзамен на звание имам Хатыба и Мудариса там в Магометанском духовном собрании на раз бы сдал. Понимаете? Вот. Да, то есть он образованный исламский богослов по уровню своему. А вскоре по возвращению Ильминского в Казань разражается скандал. В Казанской духовной академии открылось новое противомусульманское отделение. Ильминскому было поручено преподавать самое ответственное направление – мусульманское богословие и шариат. Он раскрывает эти предметы настолько глубоко и увлеченно, что его обвиняют в пропаганде ислама и отстраняют от преподавания. Обвинения выпускника Духовной академии в такой пропаганде были делом невиданным. Официальной религией Российской империи считалось православие. Увы, и отношение государства к собственным гражданам-мусульманам было крайне нетерпимым, а в некоторые периоды истории – чудовищным. Так Петр I подписал указ, предписывающий татарским мурзам, у которых был хоть один православный крестьянин, принять христианство в 6-месячный срок. В противном случае они лишались всех владений и титулов. Многие предпочли утратить имущество и стали купцами. При Анне Иоанновне священники ездили крестить мусульман в сопровождении вооруженных солдат. При Елизавете в истории татар наступил черный период – правление архиепископа Луки Конашевича. Тогда были разрушены 4/5 всех мечетей Казанского края. Детей силой забирали из семей церковные школы, а все мусульмане были обложены огромными налогами, освободиться от которых можно было, только крестившись всей семьей. Говорили о Луке Конашевиче, да, действительно, это было для татарского народа, но я не знаю, как сказать. Это было все, это было страшное, чудовище, да, что он сделал. Это, а мы еще, если, из века в век будем так перескакивать, но это страшное зрелище, что мой народ перенес. Это наследие Средневековья, которое изживалось очень постепенно, свобода совести внедрялась очень постепенно. Резко она только в этой была. Во Франции в результате Великой Французской революции. Известна, да, политика империи, Российской империи, когда все хотели русифицировать, да, сделать всех православными. Вот. Я считаю, что татары вправе обижаться на политику, на царскую политику. 2005 год. На экран выходит фильм режиссера Рамиля Тухватуллина «Зулейха» по пьесе татарского классика Гаяза Исхаки. Это трагическая история женщины, которую муж без ее ведома записывает христианкой, чтобы освободиться от налогов. Тем временем местный священник решает силой поставить церковь на месте деревенской мечети. В деревне начинается бунт. В результате Зулейху навсегда разлучают с мужем и детьми, бросают в монастырь замаливать грехи, которых она даже не понимает, а потом силой выдают замуж за нелюбимого человека, за русского. Сина Кирекс, Марфа. Я ж люблю тебя, дура. Ты же хатан минеке, церковь-то венчались. Аристан татарны яратасың, да? Мой сынича Плашка, он Захар, поняла, Захар Петрович! Этот фильм вызвал огромный резонанс среди татар. Примечательно, что хотя в пьесе Гаяза Исхаки их не было, режиссер ввел в фильм двух христианских миссионеров – Ефимия Малова и его учителя Николая Ильминского. Сущность моей системы в распространении христианства среди народцев. Именно с этой целью я выработал письменность на основе русской графики. Выпустил букварь для крещенных татар. Мои снаряды, нароческие книги и, наконец, за личные средства. На личные средства я открыл школу для крещенных татар. Опять школы. Ваши школы, организованные по вашей системе, вооружая татар письменностью, привели к появлению национальной интеллигенции. В пьесе эти образы, естественно, не прописаны, потому что есть история Зулейхи. Соответственно, мысль пришла о включении этого персонажа. В первую очередь мы говорим, потому что он персонаж, а потом уже мы о личности поговорим. Я думаю, просто невозможно было бы масштабировать и, в общем-то, показать реальную ситуацию без
личности Николая Ивановича Ильминского. Арестантов, кандалы, Систополь! Давай! Давай! А вы говорите книги. Поехали отсюда. – 1861 год. Николай Ильминский с триумфом возвращается из Оренбурга. Ректор Казанского университета, великий химик Бутлеров, приглашает его профессором турецко-татарского языка. Это вообще феноменальное явление, потому что его, понимаете, слушайте, вот в Петербурге уже сколько, у нас много лет был восточный разряд, потом его в Петербург перевели. Такие корифеи там работали, студентов, по десятку человек выпуск был. И они приглашают в университет профессором востоковедения, человек, который в университете не учился, который ученых степень государственных не имел, потому что у него магистр богословия, у него была ученая степень, да? Потому что такой человек. Именно в университетский период Ильминский совершает революцию в переводе богословских текстов. К тому времени он уже перевел на татарский язык Евангелие, часослов, литургию Иоанна Златоуста. Однако вскоре он понимает, эти переводы бесполезны. Он делал татарские переводы, и он сам об этом говорил, что он вначале делал татарский, потому что он пользовался языком татар-мусульман, это языком литературным. Вот. И когда только он стал знакомиться с бытом и жизнью мамадышских кряшин, вот он тогда заметил, что кряшины, оказывается, этого языка и не знают. Вот ему потом пришлось все эти свои труды замуровать и начать новые труды по переводам. Была еще одна проблема. Переводы, написанные арабским алфавитом, раздражали мусульман, которые привыкли читать по-арабски Коран. А Ильминский уже тогда понимал, нельзя проповедовать православие напрямую среди мусульман. Это приводит к межэтнической напряженности и не дает результата. Ильминский адресовал свои переводы тем народам, которые никогда не знали ислама. А поскольку они никогда не знали и арабицы, алфавит для них предстояло создать заново. И в 1864 году Ильминский совместно со своим ближайшим соратником Кряшиным Василием Тимофеевым выпускает букварь для крещенных татар на основе кириллицы. И, конечно, этот алфавит на основе кириллицы, он очень существенно отличается от того татарского алфавита, которым мы пользуемся сейчас. Другие принципы там построения, там всего 4 дополнительных буквы. Я сам не владея свободно татарским языком, объяснить не могу, но у него русские буквы в других значениях употребляются. Просто. Вот часовая и оборотная, например, в алфавите Ильминского изображается и русской буквой «э», и русской буквой «я» очень часто. И другие там нюансы есть. То есть там и русские буквы употребляются в других значениях. И люди хорошо, вот те же кряшины, хорошо знающие оба алфавита, да, говорят, что алфавит Ильминского подходит лучше к татарскому языку. Новый алфавит стал прорывом для кряшин. Но многие татары воспринимают этот алфавит с открытой ненавистью. Они считают, что письменность на основе кириллицы – это попытка оторвать их от мусульманского культурного наследия. И это при том, что мусульманам алфавит Ильминского никто не навязывает. Они по-прежнему пользуются арабицей. На самом деле, если мы говорим о графике, которая была на протяжении многих веков, скажем, у татарского народа, это в первую очередь, конечно, арабика. Арабика, на котором читали, получали образование, учились в мадресе, знали по несколько языков, и выходила после обучения, созревала и формировалась элита. Что называется отрывали от культуры, это оторвать от своей графики. Когда была арабика и Ибн Сина был настольной книгой у татар, когда Коран читался сознанием языка, сознанием содержательным, естественно, это намного было продуктивнее, эффективнее и правильнее. Увы, история иронична. В 1927 году татары сами отказываются от арабской письменности в пользу латинского алфавита – янолифа. За введение янолифа выступают многие татарские деятели культуры, такие как писатель и революционер Шамиль Усманов.
Они не скрывают, что важная цель Яналифа именно уничтожение мусульманского наследия. А очень скоро, в 1939-м, все народы СССР принудительно переводятся на кириллицу. При этом алфавит Ильминского отвергается, как идеологически враждебный. Вместо его дополнительных 4 букв вводится 6 новых. Конечно, это была идея секуляризации, в первую очередь. Она направлена была против ислама. Против ислама? Куда, против чего же еще? Это лишало народ сразу такой вот этой... всей этой базы, тем более, что там потом очень много лет ведь изучения арабского языка, арабского алфавита, не языка, а алфавита было запрещено. Да? Но и Налиф был хороший алфавит, хорошо разработанный. Буквально за короткий промежуток времени, от 24 до 39 года, по-моему, я не помню точно, несколько раз менялось от арабики на латиницу, с латиницы на кириллицу, потом с кириллицы на латиницу, с латиницы опять на кириллицу. Я думаю, что опять-таки вот Николай Иванович Ильминский, он высокообразованный человек, он понимал это раньше, естественно, и был мудрее намного своих, в общем-то, потомков. В 1863 году Ильминский покидает Казанский университет и становится во главе Казанской инородческой учительской семинарии. С этого момента он всецело посвящает себя просветительской деятельности. На основе его трудов рождается знаменитая православная система образования, которая впоследствии будет внедрена на всей территории Поволжья и Урала. В своих переводах он полностью отказывается от татарского книжного языка. Книги Священного Писания и молитвословия он переводит на разговорный кряшинский диалект и использует при этом русский алфавит. Он предлагает революционный подход для своего времени. Церковная служба, проповедь и обучение иноверцев должны происходить только на родном языке. То, что нужно стремиться к тому в перспективе, к тому, что инородцы в конце концов сольются с русским народом, да, растворятся, ассимилируются, это была общая установка, от которой, в общем, как-то отходить было нельзя. И Ильминский не мог себе открыто говорить, что он против этого. Не поняли бы его. Понимаете? Он об этом мог говорить только в беседах с самыми доверенными людьми. Это отразилось в воспоминаниях Ивана Яковлева, чувашского просветителя, и других, да, что на самом-то деле Ильминский желал, чтобы все эти народы развивались, чтобы все языки развивались, и ни один язык не пропал. У Ильминского расставилась цель, что учитель и ученик это должны быть одного народа, и именно просвещать именно родным языком, языком матери. А потом уже, когда достаточно уже окрепнут в знании материнского языка, уже переход на русский язык. Эффект от системы Ильминского был потрясающим. Ему удалось просветить и обратить в христианство десятки тысяч людей. Кряшинов, удмуртов, марийцев, чувашей, казахов, башкир, бывших прежде в язычестве. Его называли апостолом Поволжья. В 1867 году было создано братство святителя Гурия, под покровительством которого действовало более 80 братских школ. Ильминский по деревням ходил. У нас был, у нас в селе был. И к нему записывались 3 из наших деревень. Это Никитин и Яковлев. Вот другой фамилии я забыла. После сколько-то годов там даже конкурс было. 100 детей было примерно. А вскоре система Ильминского была рекомендована во всех земских и церковно-приходских школах для инородцев. Вся огромная нехристианская Россия училась по системе Ильминского. Он был признан одним из величайших педагогов в истории страны. И за 300 лет российской истории, со времени взятия Казани, он стал первым, кто обращал людей в христианство по доброй воле, без использования административного давления. В любой религии есть свои миссионеры, которые пытаются убеждать людей. Да, это скрытая форма христианизации, можно назвать ее так. Но это другая форма, она бескровная. Она, может быть, неправильно слово бескровная, она без крови. В 1895-м, спустя 4 года после кончины Ильминского, вокруг его имени разразился неслыханный скандал. Обер-прокурор Синода Константин Победоносцев, человек, о котором крайне нелестно отзывались и современники, и потомки, опубликовал свою конфиденциальную переписку с Ильминским.
И тут скрылись такие факты, за которые мусульманское духовенство по-настоящему возненавидело апостола Поволжья. Ну, что, вот вам сюжет, за что его любить? Умирает в 85 году, умер муфтий князь Тевкелев, который больше 20 лет был муфтием, который сам, напоминаю, был бывший гусарский подполковник. Да? Надо по уставу Магометанского духовного собрания муфтия назначает государь-император. Государь-император ничего не понимает в назначении муфтиев, он поручает это дело Победоносцеву. А Победоносцев консультируется у Ильминского. Ильминский ему предлагает, значит, надо, опять же, в духе своем, предлагает выбрать, надо найти муллу поглупее, чтобы плохо знал русский язык, чтобы был послушен начальству, чтобы в делах мало чего понимал, ну, чтобы, мол, уважением там у татар поля, но при этом вот и называет нескольких человек, понимаете? А конкретно уважаемые эти священнослужители, казанские, оренбургские. Вот могли они его за это полюбить, как вы думаете? Вот политика. Так вот политика делается. Со времени смерти Николая Ильминского прошло почти 120 лет. В течение всего этого времени рядом с волной народного почитания его имя сопровождала волна ненависти со стороны тех, чьим интересам он помешал. Причем ненавистники находились среди мусульман и христиан, среди русских и татар. К примеру, Ильминского обвиняли в том, что он позорит православную церковь, вводя в нее священников и народцев. А некоторые люди в Татарстане по сей день говорят и пишут, что его система школ и его алфавит – это открытая форма геноцида татарского народа. – 2011 год. В мусульманской газете «Медина Аль-Ислам» выходит статья «Казанская тень Победоносцева. Николай Ильминский». Среди прочего, там написано следующее. В его схоластическом средневековом уме люди четко были разделены на категории. При этом только юридически русский православный мог обладать правом на образование, на достаток, на занятие постов. Миссионер прямо говорил, что его целью было низведение культуры татар до уровня низших слоев сельского населения и уничтожение литературного языка как такового. В глазах татар досоветской эпохи Иван Грозный, Лука Конашевич и Ильминский были самыми ненавистными персонажами российской истории. Статья заканчивается словами: «Так не будем же уподобляться Ильминскому, если не хотим руками его полуграмотных питомцев залить Россию кровью, как это было столетия назад». Без комментариев. Какую же роль сыграл Николай Ильминский в истории? За пределами Татарстана этот вопрос не стоит. Там его почитают как благодетеля. Но был ли он заклятым врагом мусульман? Это миссионерская деятельность, это христианизация, именно насильственная христианизация, она на протяжении многих веков то активизировалась, то она была более пассивной. Это просто новая форма. Это новое, по-своему опаснее для людей, которые, в общем-то, насильственно были крещены или не хотели были крещены. Поэтому те люди, которые на самом деле ненавидят Николая Ивановича Ильминского, это их право. И сказать, что этот Лука Конашевич, значит, просто в другой оболочке, в более интеллигентной оболочке, я лично так бы не сказал, потому что это разный абсолютно подход. О чем ругатели Ильминского не должны забывать, и что не знаю, он, скажем, был противником конфронтации прямой с исламом. И вот он всегда выступал против прямой полемики с мусульманами, против активной миссионерской деятельности непосредственно среди мусульман. Этого он не хотел, не приветствовал. Он не хотел, чтобы издавались христианские книги арабским алфавитом, предназначенные для мусульман, да? В которых им доказывали истинность христианства. Не хотел, чтобы с ними вели полемику, а это была бы полемика с позиции силы, потому что православие господствующее это к добру не доведет, как он считал это, укрепит позиции ислама и приведет к конфронтации, а мир, в том числе мир с мусульманами в Поволжье, он считал высочайшим достижением. Горячие головы стужал. Вот если бы Ильминского не было, знаете, нашлись бы люди, которые так бы тут разожгли бы. В сущности, Николай Ильминский сделал невероятное.
Он в масштабах всей России заложил модель современной толерантности. К сожалению, идеальная толерантность между христианством и исламом невозможна, потому что обе религии утверждают, что они единственно правильные, что представители других конфессий заблуждаются и что верующие люди, хоть христиане, хоть мусульмане, обязаны обращать иноверцев в свою религию. Поэтому христианство и ислам никогда не перестанут бороться друг с другом за влияние, за души людей. И долг просветителя заключается в том, чтобы сделать борьбу двух религий цивилизованной и вежливой. А это значит не использовать друг против друга насилие, не давить административным ресурсом, не отбивать открыто паству друг у друга, не вступать в богословскую полемику, провоцируя конфликты. И Николай Ильминский был тем, кто внедрил эти принципы в саму систему русского православия. У нас когда-то при муфтии, который ушел сейчас в отставку, была просто-напросто договоренность такая, что мы никогда не будем вступать ни в какие богословские диалоги. Любой диалог на богословскую тему всегда приведет к конфликту. Потому что я буду доказывать свое, он будет доказывать свое. У нас поле работы, поле деятельности огромнейшее. Социальная работа и миссионерская работа. А уж молиться каждый, в общем-то, в своем углу. Ты в мечеть, а мы идем православно, идем в храм. Но это, однако, не должно говорить о том, что нас что-то разъединяет. Надо предоставить человеку дана свобода выбора, свобода воли. И он должен сам пользоваться этой свободой и выбрать то, что он считает ему необходимым. А палкой в Царство Божие не загонишь.